Всем привет, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится в творческой студии «Истин». И сегодня мы вновь будем творить и созидать. И в этом мне поможет Полина. Полина, здравствуйте. Здравствуйте, Даша. Полина, расскажите немножечко, так вкратце, да, что мы сегодня делать будем. Но забегая вперед, скажу, что это будет что-то волшебное, да? Да. Сегодня мы будем делать светящуюся луну в технике барельефа. Да? Сегодня нам понадобится артборд. Вот он, можем его взять. И с помощью мастихина, кисти и шпаклевки мы будем делать светящуюся луну. Светящаяся луна. Так, а для тех, кто, возможно, не запомнил всю терминологию, вот подобные вещи называются Артборд. Артборд. Ну, то есть, если в переводе с английского, да, это доска для творчества, да? Да. Так, обратите внимание, она у нас со светодиодами, да? Да, она со светодиодами. Можно вот так включить, попробовать. У меня горит, у вас? Ага, у меня тоже горит. Горит, да? Ну, пока отключим, да? Ну, и, соответственно, сделать луну-то нужно будет как-то уже по-взрослому, не просто полумесяц нарисовать, да? И для этого вот у нас есть изображение Луны. Да, вот у нас есть вспомогательные такие картинки, мы можем на них ориентироваться, но не обязательно то, что они должны быть ровно такими. Можно на свою фантазию, как вам будет, так скажем, красиво выглядеть. Помимо артборда, что нам еще понадобится? Нам понадобятся мастихины. Вот они у вас, да, они разного размера получаются. Вначале мы будем использовать более большие, чтобы сделать, получается, основу нашей луны, да. Также нам понадобятся кисти. И мы будем ими рисовать вот рельефы, кратеры и вот рамку нашего артборда. Можем покрасить любой цвет. Отлично. А подобный мастер-класс, Полина, это все-таки для взрослых или детишки тоже могут справиться с этим? Детишки тоже могут справиться. Это для и взрослых, и для детей. Ну что, дорогие друзья, не будем вас томить теорией, необходимо перейти уже к практической части. Я думаю, именно во время нашего мастер-класса все станет понятно, и вы, собственно, можете это потом повторить дома. Берем мастихин. Не принципиально. Да, выбирайте, вот это для тонких работ, это для более больших, так скажем, да. Мы будем делать вот так основу. Берем шпаклевку, нашу основу, да. Сейчас я ее вам так, чтобы вот чуть-чуть вот так, да. Так. Шпаклевка какая-то определенная? Да, акриловая получается, чтобы мы могли ее красить, и она по составу подходит для барельефа и сохнет в течение вот 20 минут. То есть в течение нашего мастер-класса уже будет все будет готово. понятно. Так, берем мастихин, проверяем сначала вот нашу диодную ленту, включаем. Так, работает. И так, это надо с включенным светом. Да? Да. Так, отлично. Все, берем шпаклевку такими движениями и мажем. Сейчас почувствуете. Вот здесь начинается тот самый эффект антистресса, да? Да, арт-терапии, так скажем. Арт-терапия, да, вот, потому что это как практически на кухне готовка, работа с тестом, да, она же тоже вызывает такие очень приятные эмоции. Нам нужно добиться четкой, гладкой поверхности? Нет, луна, она сама по себе не гладкая, да. Нам нужно, главное, не задеть нашу диодную ленту, то есть по краям нужно чуть-чуть осторожнее, вот краем мастихина, да. И луна, она такая выпуклая чуть-чуть, то есть у нас посередине мы ложим чуть больше шпаклевки посередине. Приятное ощущение, да? Вот, да, работать, кстати, с таким материалом одно удовольствие, потому что он такой очень податливый, да, очень пластичный. Намазать, мне кажется, может и ребенок такие, да, вещи, а также и взрослые. Конечно, у кого-то это будет чуть поприличнее выглядеть, у кого-то нет, но в целом пока это лишь такое сплошное удовольствие. Полина, а принципиально ли важна толщина вот этого слоя? Нет, как вам нравится, как вам удобнее будет. То есть она должна быть чуть-чуть выпуклой посередине, по краям, чтобы она была потоньше. Это главное, да? Да. Давайте немножечко поговорим о том, чем занимаются ваши творческой студии, потому что сегодня творческих студий
Ну, в нашей столице предостаточно, да, то есть, ну, у всех есть какое-то некое направление. Вот у вас на чем больше акцент? У нас творческая студия вот открылась недавно, вот нам нету меньше месяца. В нашей студии мы проводим различные мастер-классы, как рисование акриловыми красками на холстах. У нас есть гипс, мы делаем свечи ароматические. Недавно у нас мы провели творческие каникулы для детей, то есть у нас направление не только для взрослых, но и для детей. Получается, и мы вот мы придумали вот новый мастер-класс, светящуюся луну, да, и мы вот развиваемся, так скажем, только-только открылись. А вообще вы в творчестве давно или вот только, так сказать, начинаете? Да, давайте я расскажу. В творчестве я с детства, так как у меня мама была учителем долгое время ИЗО и технологии, почти 20 лет, да. Хочешь, не хочешь, пришлось, да? Да, то есть я же дочка, получается, вот учителя по изотехнологии, мне все равно нужно было как-то соответствовать, так скажем, да. Но я очень любила с детства рисовать пластилином, лепкой, глиной. В школе я начала вязать, а в студенчестве я уже начала вязать на заказ. То есть у меня первый доход появился вот от творчества. Я, кстати, закончила в городе Владивосток 5 лет специалитет по пожарной безопасности. Вот так. Да, а потом я отучилась на педагога. То есть я была долгое время учителем математики и информатики. Кто бы мог подумать, да, у вас вообще совершенно в разные сферы деятельности, да? Я очень долго искала себя, но творчество у меня было всегда. То есть я всегда что-то делала. Вот с рождением ребенка, у меня есть сын, ему 5 лет, я ему что-то шила, я что-то ему вязала, устраивала какие-то фотосессии. Вот я вот недавно пришла к выводу, что творчество всегда у меня было в жизни, да. Всегда творчество шло рядом где-то, да? Да, и у меня мама недавно открыла мастерскую в нашем селе родном, да, в Сунтарском Усе, в селе Бордон. Это была ее мечта. Прям мечта всей жизни. Мы вот открыли ей отдельную мастерскую. Она получила соцконтракт, и вот сейчас она занимается своим любимым делом. Шьет на заказ. Такая творческая семья, да? Да. И вот мой сын тоже всегда любит. Он, кстати, у нас амбассадор всех моих мастер-классов. Все, что я вот делаю, да, учу и так далее, это все для моего сына. То есть я его учу тому, что вот делаю здесь, и то, что ему нравится. Ну, то есть и он по жизни пойдет с искусством Да, где-то надеюсь, рядом, что да. Ага. Тут главное не задеть вот нашу диодную ленту, то есть она должна быть чуть-чуть вот прям по краю. Я так вижу, вы очень хорошо справляетесь вообще. Ну, меня этот процесс, знаете, как-то так увлекает, потому что, это своего рода такая медитация, потому что, вот сидишь и вот хочется все идеализировать, а по сути здесь ничего идеального быть и не должно, да? Да. Это... У всех получается индивидуально, Да. индивидуально красиво и индивидуально вот очень эстетично. У каждого своя луна, правильно? Я художник, я так вижу, любимая фраза у нас в проекте. Так, вот мы набазали, да? Так, сейчас вот посередине вот так можно чуть-чуть размазать, да, чтобы у нас был какой-то рельеф, да? Решилась я открыть студию здесь. Я недавно вот переехала с Сунтарского Улуса. И это то, что реально действительно приносит мне, оказывается, удовольствие. По-настоящему. Да, как говорят психологи, собственно, не только психологи, что нужно заниматься любимым делом, Любимым только делом, тогда да. это принесет и финансовый достаток, и, собственно, и удовольствие, да. Потому что нужно ходить на работу и счастливыми, и возвращаться домой тоже счастливыми, самое главное. Так, все, у меня у вас тоже практически все готово, да? Нормально? Так, можно вот так повернуть, чтобы было видно со всех краев, что где что не хватает, можете посмотреть. Ну да, потому что тут же подсветочка, можно посмотреть с разных ракурсов, да? Да. Можно поменять мастихин, вот, чтобы края сделать, да? Вот знаете, зачастую люди боятся, да, соприкоснуться с искусством, потому что все думают, у меня не может получиться, да, вот я не умею рисовать, да, у меня нет вкуса, у меня нет там
понятий каких-то, да, определенных знаний и навыков, да, и все думают, ну зачем же мне идти на этот мастер-класс, да, ну точно ничего из меня не выйдет. Кстати, да, это очень большой стереотип. На самом-то деле, вот те люди, которые ко мне приходят рисовать, да, те, кто говорят, то, что я вообще типа кисть держала последний раз в школе на уроке ИЗО, да, у них лучше всего получается. То есть надо человека просто расслабить, вот, чтобы заняться творчеством. Нужно же отключить сначала голову, да, свои мысли, свои проблемы, то, что у нас в голове все держится, все это отпустить и просто наслаждаться моментом. Просто верно. погрузиться в этот такую, так скажем. Ну и технику выбрать нужно, да, для начала, допустим, такую не самую сложную. Вот барельефная техника, ну что, вот, ну неужели кто-то не справится с такой задачей? Да, что-то вот так намазать, да, Да. Просто надо почувствовать. Так, все, мы намазали. Так, можем мастихин уже положить, да. Берем кисточку. Что мне, пожалуйста. Так, берем кисточку. Так, вот вам кисточка. Берем конец кисти, да. И мы будем уже формировать наши кратеры. Можем вот вспомогательными картинками воспользоваться, да, и формируем кратеры. То есть любые кратеры, которые вот мы видим, вот круглые. А мы их должны посредством краски сформировать, да? Не посредством... Нет, посредством вот края кисти. Мы берем, да, и просто делаем вот кружочки. Вот прям так вот смело, так, да? Смело, да, вот так вот делаем. Какие-то кратеры маленькие, какие-то кратеры большие. Можем любой этот вот так округлить. То есть сейчас наводим такой некий хаос. Да. Приятный звук, да? Да. Так. Где-то у нас кратер вот такой есть с краю, вот так, да? Можно вот так полукругом сделать. Вот здесь нужно уже иметь какой-то все равно немножечко визуальный контакт, потому что можно сделать такой кратер, на который испортит всю Луну. Все равно нужно немножечко понимать масштаб всего деяния. Такие окружности делаем наши будущие кратеры. Можно много-много, да, а можно где-то местами. Главное, чтобы они были разного размера, так как одинаковых кратеров не бывает, да? Можем чуть-чуть так вот округлить. Мне кажется, так достаточно. Где-то кратер не хочет делаться, да? Сейчас мы будем доставать наши кратеры. Берем чуть побольше кисточку и будем делать уже объем. То есть мы будем делать рельеф вот так вот плавным движением, просто достаем и ложим обратно. То есть у нас должно быть вот до той самой фанерки, до досточки. Да, это уже по сути как дырка, да? Мы должны сделать объем внутренний. Достаем. Но не все, не прям все, да. То есть такой некий 3D-эффект, да, Да. должен получиться? И потом вот от середины, да, кисточкой мы берем и формируем вот так края. Наоборот. Да, с середины мы формируем уже вот так края. Края должны быть не обязательно ровные, да? Да. Они наоборот должны быть неровные, как вот на фото, то что углубление, да. Ну и, собственно, здесь тоже неровности какие-то, да, внутри. Да. И все, каждый кратер мы вот так, такими плавными движениями делаем края. Ну вот барельефная техника, дорогие друзья, вот для тех, кто начинает только знакомиться с творчеством, очень хорошая вещь, ну потому что действительно можно поэкспериментировать, есть, так сказать, возможность ошибиться. Да, ошибки это не страшно, да? Да, подправить немножечко где-то, возможно, добавить, где-то убрать. Ну и главное окунуться в сам процесс. Мы
можно, вот барельефное искусство хороша тем, что можно любую форму, да, сформировать как угодно. Можно сделать вот луну, да, можно сделать какую-то картину, древо. Кстати, очень модно сейчас древо вот семьи делать, да? Тоже в такой же технике? Да, тоже в такой же технике. Мы планируем здесь делать ленские столбы в будущем. Тоже интересно, да, было бы? Мгм. Если вы слишком взяли вот шпаклевки, да, не осталось, Убрали, да, убрали, можно чуть-чуть вот так надавить. Даша, мы сформировали внутренние части нашего кратера. Теперь мы переходим к внешним. Сейчас вот кисточкой тоже берем вот от внешнего края к внутреннему и тоже вытягиваем к середине, чтобы у нас получился еще больший объем. То есть теперь, если мы выводили с центра кратера к стенкам, то сейчас мы эти стенки еще больше возводим, да? Да. За счет внешнего, С да? помощью кисточек вот так вот, да. Поняли, да? Мгм. Вот так, типа такого, Ага. да? Тогда он еще выглядит более Да, реалистично. реалистичнее и объемнее. Вот отлично. Да? Главное, чтобы вы вытягиваете вот так, чуть-чуть издалека, так вот, Ага. чтобы было. Мгм. В какой-то Всё. момент кажется, что немножко выглядит неопрятно. Но на самом деле, если посмотреть на рисунок, Да, на исходник, то вот посмотрите, так и должно быть немножечко неопрятно. так с каждым нашим кратером. Втягиваем. Все, мы закончили с нашим основными кратером. По желанию мы можем образовать здесь, видите, здесь на Луне, да, внутри кратера еще есть маленький кратер, то есть где вот большие кратеры мы можем сформировать. Но это по желанию, если вы хотите, вот мы можем один сделать, да, здесь. Вот самый большой у вас вот здесь вот, мы можем маленький сделать. Тоже берем нашу кисточку, берем и внутри нашего кратера мы чуть-чуть шпаклевки добавляем. И ровно такой же техникой мы делаем внутри. Закругляем. Так. И задней частью кисти. Закруглите. Вот так вот. Все. И вытягиваем. Тоже в середину. Вот так вот. Все, у нас образовался маленький кратер внутри кратера, да? Мгм. У вас тоже. Да, есть маленький кратер, большой кратер. Все, вам нравится? Очень. Все, мы пока ждем застывания, да, мы можем с помощью вот более маленького мастихина, да, берем другое и вот так надавливаем, делая такие неровности. Нажимаем, где попадется, так скажем. Вот так вот. Чтобы не было видно вот этих линий от наших кистей. Всё, нажимаем. И потом уже, пока будем ждать застывания шпаклевки, да, мы можем покрасить артборд, который цвет, который хотим. Нажимаем. Шпаклевка уже чуть-чуть застывает. У меня сын любит вообще вот так пальцами нажимать, тактильно. прям Ну вот да, так, это же вот про, возвращаясь опять к теме того, что это же терапия, то есть Да. тут можно допустить и ручки в полный ход, если уж прям сильно захотеть, да? Да.
Кстати, про арт-терапию, да. У меня сын не говорил до 2 лет, да. И вот я думаю, какую-то роль все-таки сыграло вот именно творчество. Мы с ним начали заниматься, прям очень, ну, логопед тоже очень большую роль сыграл, да. Вот мы с ним начали рисовать, что-то лепить, песком даже вот рисунки делали, когда в деревне были. И все это дало результат. Да. Потому что тактильные ощущения, это все-таки очень большая, оказывается, этот дает эффект. Обратите внимание, что если мы отключаем подсветку, наш рельеф становится совершенно другим. Да, то есть вот можете увидеть разницу. Да? Достаточно простенько, как будто бы, да, и не видна вся фактура. Как только мы подключаем нашу подсветочку, эффект совершенно другой. А сейчас еще с помощью красок мы всю это, да, всю эту картину оживим, и вообще будет все иначе. Да? Начинаем красить наш артборд края. Мы будем сегодня красить черный цвет основной, да. Берем краску и вот так края аккуратно просто красим. Мы закрасили наш артборд в черный цвет, да, уже совсем картина по-другому смотрится, да, наша луна уже чуть четче. Мы сейчас будем закрашивать внутреннюю часть, то есть мы будем уже формировать луну. Давайте. То есть, Полина, несмотря на то, что шпаклевочка у нас еще чуть-чуть не засохла, ничего страшного, ничего страшного. Да? То есть поверх можно наносить уже краски. Да. И вот здесь опять начинается творческий полет, потому что луна у каждого, дорогие друзья, может быть разного цвета. Вот здесь, например, у меня преобладает больше серый цвет и вот желтый по диодным лентам. Да, по диодным лентам. А у вас, по-моему, на картинке была намного темнее. Да, она была намного темнее. Но я могу сделать чуть-чуть еще посветлее, да. Ну, кратеры, внутренность кратеров у нас будет чуть-чуть темновато-серого цвета, а края уже, чтобы объем у нас хорошо смотрелся, мы будем уже посветлее делать. Мы сейчас будем размешивать краски. То есть здесь, опять же, не надо быть профессиональным художником, да, просто лишь нужно идти как-то интуитивно и, собственно, выбирать то, что тебе хочется, правильно? Да. Вот вижу такой цвет, значит такой. Захотите зеленый кратер? Да, можно зеленый, можно красный. Все, выжимаю вот серый свет, и в него я вливаю белый, чтобы получить светло-серый. У нас шпаклевка уже более-менее подсохла. И вот так, стеночка. Ничего страшного, если мы заденем, да, она в свое место ставится обратно. Она не потеряет форму. Обратите внимание, мы с Полиной увлеклись процессом, и действительно здесь можно добавлять где-то больше белого, где-то больше серого, темного. Но самое главное, что лучше это делать, как мы пробовали, да, включая и выключая свет, подсветку, потому что, выключив подсветку, можно будет увидеть совершенно другие грани. Другая картина получается. Да, света, и где-то, возможно, что-то подправить. Поэтому, используя эту технику, не забывайте о том, что свет периодически нужно включать и выключать. И финальная часть, это необходимо нам добавить чего? Блесток мы добавим чуть-чуть магии в нашу луну, да. Я выбрала серебристый цвет, Дарья выбрала золотистый, да. Так, здесь тоже самое главное не переборщить. И вот такими движениями уже чуть-чуть новогодним настроением пахнет, да, уже. Волшебством, да.
И вот на такой блестящей ноте мы завершаем наш мастер-класс. Напоминаем вам о том, что сегодня мы с Полиной делали, так сказать, свою луну. Да, индивидуальную. Индивидуальную луну. Вот брали, конечно, за пример фотографию Луны, а делали это все на уровне интуиции и своего желания. Но не забываем о том, что главная техника здесь – барельеф. Барельефная. Творите, созидайте, пробуйте себя, и даже если вы считаете себя далеко не талантливым человеком, вы можете найти свое. Да, или мы можем вас научить в нашей творческой студии. Приходите.